Если верить рекламе, достаточно одной баночки чудо-напитка, чтобы человек снова почувствовал себя заново родившимся. Однако не все так просто. Вся беда в том, что сам напиток не может насытить человека бодростью и силой. Он действует за счет естественных запасов энергии организма. Получается, что мы берем в долг у себя же. При регулярном употреблении расплачиваться за это придется процентами в виде проблем со здоровьем. Они вначале бодрят, а затем и тормозят в работу нервной системы. Значит, осложнениями, к которым могут они приводить, это депрессия, бессонница, а также могут энергетические напитки приводить к развитию гастрита, язвенной болезни желудка, гепатитов и, конечно, различные проблемы с сердцем. Это может быть различные дистонии, которые приводят к осложнениям после их употребления. Кому-то энерготоники действительно помогают, а кто-то не видит смысла в их употреблении. Фатима Исмурзиева, студентка филфака. Аврал на учебе, постоянный недосып и усталость знакомы ей как никому другому. И все же для нее купить баночку этого напитка все равно, что выкинуть деньги на ветер. Многие думают, что если они употребляют энергетические напитки, то они придают тем самым какой-то поток энергии. На самом деле это не так. После этих напитков мы часто не высыпаемся, бывают проблемы с организацией сна. Энергетические напитки же сейбирышка, не то что сейбирышка, даже сей горгошнаха, сей булшбушнаха, с постоянной анеанд, адады дал эндали из мамилитян. Это горная вода, она полезная и оздоровительная. Под этикеткой, которая обещает заряд силы и бодрости, находится кофеин, таурин, аминокислота, вызывающая нервное возбуждение, сахар, вода, витамины группы В, а также углекислоты и красители. Состав на первый взгляд безобидный, но, как утверждают врачи, кофеин вызывает привыкание, а значит, следовать рекомендации производителей и выпивать только по одной банке в день вряд ли получится. Со временем человек не сможет жить без стимуляторов, но врачи успокаивают. Альтернатива у всего этого есть. Заменяющие энергетические напитки – это, конечно, свежевыжатые соки, натуральные соки. Соки нужно употреблять свежевыжатые в течение 15-20 минут, потому что в течение этого времени сохраняются минералы, микроэлементы, которые не распадаются в этом соке. Мгновенно взбодриться на несколько часов довольно заманчиво, а главное, очень удобно. У многих рука так и тянется к мнимому источнику энергии. Но прочитав состав, должно хватить силы воли отказаться от энергетиков раз и навсегда. Я пробовала энергетик всего один раз, чтобы понять, что мне это не нравится. У него вообще нет вкуса, поэтому я не знаю, как это вообще можно пить. Насколько я знаю, во многих странах они запрещены в свободной продаже. Их можно достать только через аптеку или их нельзя достать. Например, у нас в России они свободно продаются. Отрицательно относятся к волшебным эликсирам энергии и религиозные деятели. Все, что вредит здоровью человека, в исламе строгое табу. Пророк Мухаммад сказал: «Ля дарара ва ля дарар». Человек не должен приносить вред ни себе, ни другим. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ва ля тулку би айдикум иля тахлюка». Не кидайте себя своими руками, то есть сами себя не кидайте себя на погибель. Не губите себя, не портите свое здоровье. Всевышний Аллах в судный день спросит нас, в том числе и за наше здоровье, которое как мы его использовали. То есть каждый человек в судный день будет отвечать перед Всевышним Аллахом, на что он потратил свое здоровье. Если он будет тратить или портить свое здоровье посредством подобных напитков и впустую тратить деньги, кроме того, что он портит свое здоровье, он еще впустую тратит деньги. То есть это с точки зрения ислама называется исрафом, расточительством. Каждый сам волен выбирать, взбодриться с помощью энергетиков или же все-таки избегать перенагрузок на работе и учебе, пополнять запасы энергии естественным путем, благодаря правильному распорядку дня, свежим сокам и овощам или же физическим упражнениям. Тамара Хшагульгова, Рахман Цуров, Новости 24.